сиди, пока 18 не исполнится, ничего не можешь делать, ничего твоего в этом доме нет. Люди, которые старше 40, поколение, которое может сейчас просто выпасть совсем. Я сейчас такая вот вся из себя крутая, молодежная, там все понимаю. Все, господи, меня все задолбали. Меняется гормональный фон, и из-за этого творишь дичь. Нельзя быть слабой в мире мужчин. От вас не дождешься, что вы начнете войну. Мы позволяем себе больше свободы. Ранее Израиль равнее. Вы включили мою программу, а значит, у вас сегодня прекрасный день. У вас прекрасный день, а у меня прекрасная гостья. Дело в том, что я люблю возвращаться к каким-то темам, которые, мне кажутся, недопроговоренными. И сегодня я решил позвать к себе Женю Акудович, которая, по сути, ее можно классифицировать как подросток, наверное. Если тебе еще нет 18, это же подросток. Ну, пусть будет подросток. И я просто хочу поговорить с ней, снова вернуться к теме понимания взрослых и их детей. О чем мы не договариваем, о чем мы что мы недопонимаем друг в друге. Надеюсь, что она мне ответит на какие-то мои вопросы, которые я недозадал на прошлом нашем эфире, когда у нас было 4 наших молодых человека, которые участвовали в спектаклях Свободного театра и продолжают участвовать до сих пор. Так вот, Женя сегодня поделится со мной своими сомнениями в нормальности взрослых. Давайте попробуем ее понять и что-то ей сказать такое, чтобы она поняла нас. Пока лук жарится, режем перец. Добавляем перец. Подготавливаем помидоры. Шакшука. Блюдо, которое пришло к нам с Востока. Невероятно популярно в Израиле, очень популярно в странах восточных, где особенно за последние десятилетия распространилось. И на самом деле такой достаточно уникальный завтрак. Получается, что это главный ингредиент — это помидоры и яйца. И когда ты понимаешь, как бы в чем суть этого завтрака, потому что в нем есть и с одной стороны насыщение, а с другой стороны такая деликатность, потому что ты хоть и обжариваешь все это, но ты обжариваешь на оливковом масле. Если что используешь овощи и яйца. То есть яйца сейчас входят там в основные диеты, если человек хочет позаботиться о своем здоровье. К этому блюду идеально подходит пита. Можно приготовить ее самому, а можно взять готовую и доработать ее. Потому что питой лучше всего вымазывать вот эту томатную массу, которая будет приготовлена. Питу можно просто смазать маслом и яйцом, желтком, и поставить на время в духовку, чтобы она прогрелась. Это еще более разнообразит ваш завтрак. А пока подготовим чеснок. Теперь добавляем томатную пасту. Практически сразу можем забросить и чеснок. Когда немножко разошлась томатная паста и консистенция получилась уже такая почти однородная, мы добавляем специи. Это зира, то есть кумин по-английски. Это паприка. Вы можете брать паприку сладкую, можете брать копченую. Она вам ничего не испортит. Немножко сахара, совсем чуть-чуть, чтобы немножко нейтрализовать кислоту томатную. Перец, соль. Потом попробуйте, чтобы понять, что по соли, потому что люди очень по-разному воспринимают соль, и некоторые любят. Я знал девушку, которая солила каждую макаронину, прежде чем положить ее в рот. Потом поняла, что это вредно для здоровья, и отказалась от соли вообще. На самом деле шакшука хороша тем, что ее готовишь
без каких бы то ни было временных критериев. То есть у тебя вот это может сейчас потомиться, может даже достаточно долго томиться, и оно все равно будет набирать вкус, расходиться. Главное, чтобы не сильно выкипала влага из томатов. Чтобы она выкипела, но не радикально. Теперь нам останется только добавить туда яйца и поставить ее в духовку. Собственно говоря, и все. И еще смазать питу яйцом, чтобы тоже положить ее в духовку. И сначала ставим питу, а теперь ставим шакшуку. Привет! Садись. Привет. Знаешь, о чем мы будем говорить? О чем? Сначала мы будем вообще про еду. Ты же не любишь шакшуку, а я ее как раз и приготовил. Отлично. Шакшука. Угу. Это Женька. Женька, это шакшука. А шакшука Очень это приятно. из Израиля, Сирии, вот из того региона. Попробуй, скажи, как оно. Ой, ну, неплохо. Слава Лучше, богу. чем в том ресторане. Мы с тобой из разных поколений. Да. И у тебя должны быть ко мне претензии, а у меня должны быть к тебе. Ну, ты какой-то такой, не такой, как все остальные, поэтому претензий я лично не имею. Мама твоя, Ира, которую я безмерно люблю, она к тебе относится прямо, знаешь, как будто ты все делаешь правильно всегда вообще. То есть и вот это у нее, по-моему, то есть она тебя балует таким образом. Она не проявляет вот это вот «нет, Женя, это надо по-другому». Вот это... Ну, вообще, да. Но на самом деле я благодарна ей за такое воспитание, потому что она дала мне шанс очень хороший учиться на собственных ошибках. То есть мне ничего не запрещали, мне ничего не говорили, что так нельзя, это не делай, то не говори. Я просто училась на своих ошибках и понимала, что стоит делать, что не стоит. Ну ты... Какие это ошибки? Много какие. Ну давай, не это самое, не прячься там в раковину свою. Вот как-то раз я помню тот момент, когда я пришла к маме признаваться, что я курю. Вот. Это было еще, когда мы жили в Беларуси. Я помню, я прихожу, я сажусь вот так вот как-то аккуратненько к ней рядом на диван. Такая: мамочка, я тебя очень люблю, мне тебе нужно кое-что сказать. Я понимаю, что это плохо. Я знаю, что это, возможно, пройдет с возрастом. Ну, начинаю вот так вот мяться. Проходит минут 5, как я уже мнусь, не могу сказать. И она такая: да я уже знаю, что ты куришь. Я такая: в смысле? Я не успела сказать, что я курю. Вот. И, наверное, на этом моменте я поняла то, что, все-таки мама — это тот человек, которому можно доверять, которому можно рассказать абсолютно все. Ну, видишь, это тебе повезло. А ты знаешь, что есть родители, которым нельзя доверять? Ну да. А ты оценила, что у тебя так, что у тебя так хорошо в этом отношении? Конечно, естественно. Я очень рада, что у меня такая мама. Я другую не хочу, вообще не надо. Ну, я думаю, когда мама пошла заступаться за тебя в суде, и когда это же... Это было прекрасно. Да, но вот это же и есть какая-то история, знаешь, когда там мама за дочь идет драться, с какими-то левыми людьми, которые хотят дочку посадить в тюрьму, да, то есть и отнюдь не за наркотики или за воровство, да? То есть это на самом деле круто, то есть я это понимаю, но все равно претензии у тебя и какие-то есть вообще к этим людям старше? Ну, наверное, это все так же вот эта вот разница, проблема, скажем так, отцов и детей. А какая? Что это такое? Ну, это скорее просто иногда недопонимание, неспособность слышать и понимать. Тебя кто-то недослышивал, кто-то недопонимал? Иногда, да, конечно, бывали такие моменты. А что это такое? Ну, это вот просто момент, скажем, проблемы моей какой-то, которую мама уже давно, допустим, пережила, и
для нее это не является проблемой. А для меня в данный момент, да, это проблема, и я хотела бы это решить и что-то с Какие-то этим подростковые сделать. истории были? Да, конечно. А ты рефлексировала, что ты подросток, и у тебя вот там меняется гормональный фон, и ты из-за этого творишь дичь? Конечно, да. Понимала это все? Да, И творила? да. Естественно. А кто нет? Ну да. Все мы через это прошли. Да. У нас младшая дочь в меньшей степени прошла, потому что у нее как бы на это не было времени. Мы как раз убежали тогда из страны, и она была вот в этом подростковом возрасте, и она должна была за нами ухаживать. И у нее как-то вот... И я вот так удивился, что когда ты старший наблюдал это, а у этой нету, я думаю, ну так не может же быть, что просто у этого нет. А просто у нее не было на это времени. Так это всегда какая-то была взрослая. То есть у меня ощущение, что мы познакомились, тебе сколько там было лет? 15, что ли? Нет, меньше. И уже что такая какая-то сидит умно, про что-то говорит. Ты на самом деле так рефлексировала глубоко про это? Ну, на тот момент нет. У меня вообще, на самом деле, не так давно, вот буквально там пару месяцев назад произошел такой момент переломный, скажем так, когда у меня очень активно начали проявляться эмоции. То есть, возможно, это из-за иммиграции все-таки, потому что в раннем возрасте переезд, большая ответственность, и все вот это навалилось. И просто, возможно, я съедала в себе эмоции, не давала им волю. Вот. А сейчас, когда уже, типа, жизнь устаканилась, и сейчас у меня просто бум, просто я в шоке, честно. У меня появилась эмпатия, начинаю понимать, что чувствуют другие люди. Я начинаю сама очень эмоционально реагировать на какие-то ситуации. Может, это прошел тинейджерский возраст и стало все более открыто для тебя? Не знаю, вообще, по идее, должно было быть наоборот. Это вот фигня, мы такими не были, да, как у белорусов есть такая хорошая пословица: ранее и срали равней. Да, то есть, и вот мы были такими, а эти не такие. У тебя был очень крутой старт, да, такой, я имею в виду, когда ты начала взрослеть, да, там, театр, киношкола, какой-то быстрый набор каких-то таких скиллов, которые ты, наверное, и не думала, что они могут появиться. Вообще не думала. И они появились. И ты как бы такая повзрослела. Я не понимаю сути претензий, потому что я претензии все время от взрослых слышу. Слышу, что вот они сейчас там, или они не читают, или там они с телефоном, или там, это я говорю, вам не кажется, что они читают в телефоне? В том числе книжки, да? Да. Ну, и претензии все время есть. А у твоего возраста людей, у них есть к взрослым претензии, что, типа, они меня не понимают, недопонимают. И я все время не могу нащупать вот эту... Что должно произойти, чтобы это сложилось? Ну, потому что мир уже меняется. Есть рецепт этого, вот честно скажу. Тут просто нужно понимать... ставить себя на место родителей и понимать то, что абсолютно каждое поколение, то есть, допустим, я сейчас такая вот вся из себя крутая, молодежная, там все понимаю, но я также понимаю, что когда у меня будут дети, дети точно так же будут более какими-то крутыми, распущенными, там, типа, у них будут абсолютно свои какие-то понятия и принципы в жизни. Вот, и я это понимаю, и понимаю то, что у мамы точно так же. И тут просто нужно находить компромисс. Я не вижу в этой распущенности. Может, я такой испорченный взрослый, но я когда сейчас с вами на спектаклях работал, я же вижу, что никакие вы не распущенные. То есть вы дисциплинированные, вы даже более дисциплинированные, чем я был. То есть и я, в принципе, не очень понимаю, почему... Ну, собственно, спектакль-то об этом, да? Взрослые дети, и в итоге вы очень красиво там вместе, ну, как-то пришли к какому-то консенсусу. Но со всеми поколениями же не проведешь спектакля. Понимаешь? А ты наблюдаешь вот вокруг со своими сверстниками, где ты видишь в семьях проблемы и недопонимание, недоговоренность? Да, конечно. Здесь у меня просто круг общения немножко другой. И конкретно здесь, в Польше, я не могу ничего сказать на эту тему. Но вот, допустим, вот какие-то мои знакомые в Беларуси, у меня вот есть лучшая подружка, с которой мы там еще со школы вместе, и вот у нее проблема. У нее вот гиперопекающий такой отец, который вообще ничего не разрешает, что сиди, пока 18 не исполнится, ничего не можешь делать, и ничего твоего в этом доме нет. Она еще вот как-то не пришла к тому, как решить эту проблему, как решить этот вопрос. Она не умеет реагировать на такие вещи. Ну, я просто даю какие-то свои советы, из какое-то свое мнение насчет, допустим,
той или иной ситуации, и она уже решает, поступать ей так или нет. Потому что я вот это вот до 18, а что в 18 лет произойдет? Что такого радикального произойдет? Что у нее мозги другие ей привезут, установят или что? Ее отец такого мнения, к сожалению. Ты считаешь, что вот вы там условно распущены? Ты можешь с этими соглашаться, с такими аргументами? Что мы распущены? Да. Что более распущены, например. Да. Наше поколение больше себе позволяет. Твоей мамы был мотоцикл. И она гоняла, и она жила какой-то своей историей бурной, да, то есть как бы и так же, как и я, там, что у меня нет ощущения, что вы более распущены. У меня ощущение, что вы больше, чуть больше закрыты до поры, да, и меньше вот этого разгуляли малина. А вот этого как раз я не вижу, чтобы такое уж прям... Вы там учитесь, я не учился. Я точно так же не учусь, я просто делаю это все, на последний момент оставляю, и вот конец второго семестра я начинаю что-то делать. Это точно так же, но просто я вот с точки зрения целого поколения, скажем так, мы позволяем себе больше свободы, то есть, допустим, право выбора какое-то вот у нас намного больше. Но это не распущенность, это просто там отчасти смелость, отчасти... Я наблюдаю сейчас... Оно, наверное, в этом и проявляется. Я не имела в виду распущенное в плане, там, типа, наглёж и тому подобное, но вот все-таки, наверное, наше вот поколение умеет лучше отстаивать свое мнение какое-то вот перед взрослыми, допустим. И вот в этом и проявляется, наверное, распущенность. То есть мы можем выбирать, точнее, не выбирать, а соглашаться с тем, допустим, то, что у нас там другая ориентация, или мы можем выступать за там, права женщин, там, не знаю, других национальностей и тому подобное. Да, и то есть в этом, наверное, то, что мы какие-то более свободные. Вы уже другие, а будете еще более другими. Потому что, например, люди, которые старше 40, это вообще, я считаю, что поколение, которое может сейчас просто выпасть совсем. Потому что они сейчас из-за появления AI будут терять работу. Многие будут не находить новую работу. Им будет очень тяжело переучиваться. И чем они старше, тем сложнее им будет жить. А у вас сейчас абсолютно другая история. И я не знаю только, успеете ли вы за этими изменениями, успеете ли вы отрефлексировать и выработать некую новую там, этическую концепцию, там, новую этику, да? Должны, по идее, успеть. Но, может быть, и нет. Я думаю, что вы будете делать ошибки тоже по ходу. Но факт, что пропасть между нами и вами будет увеличиваться, не между всеми, конечно, да, то есть нам с тобой как раз находить общий язык легко, потому что это творческая среда. А другие люди, у них такой привилегии такой нет. Они не живут в творческой среде, и они не могут легко понимать друг друга. И вот это, мне кажется, что это то, что вас сейчас ждет, да, вот этот новый вызов, и вам же надо будет как-то еще, у вас будет нарастать раздражение, что твоя там мама, папа, дядя, тетя там не понимают, что такое чат GPT, и что такое вообще, как жить в этом новом мире. И ваше раздражение будет расти, и будет расти непонимание. Не соглашусь. Давай, потому не что соглашайся. Моя мама умеет пользоваться чатом GPT лучше, чем я. Честно, я его освоила вот только месяц назад. Я до этого вообще к нему не прикасалась. И сейчас я, пользуюсь им только какие-то такие простенькие задачи, типа напиши мне эссе на учебу. Вот, и все. А мама у меня там уже бизнес-план себе сделала с этим чатом GPT. Уже все расписала, что, как, куда, где, во сколько. И она уже думает какой-то запускать проект и программирование чата GPT, чтобы он делал ей контент и выкладывал с определенным сроком, чтобы у нее набирались подписчики, лайки и тому подобное. Я в шоке, честно. Да. Я не успеваю за своей мамой. Не то, что она за мной. У меня ощущение, что все-таки она из породы исключений. Скорее.
Потому что я так вижу вокруг себя даже людей таких просвещенных и прочее, но которые никак не могут адаптироваться. То есть они, я не скажу, что они страдают, многие из них уже там себе заработали на жизнь денег и прочее, но то, что они уже какие-то вещи, которые говорят молодые люди, они не понимают, они такие типа, про что-то, ну, набор звуков, знаешь, такой типа, что это такое? И я это понимаю. То есть, и вот мне интересно, что вы со своей стороны думаете про это, потому что вы готовы вообще к пониманию сложностей грядущих? Ну, я думаю, что да, но, честно, я не могу вот лично как-то ответить на такой вопрос, потому что я сама, наверное, каких-то многих вещей еще не понимаю, потому что я смотрю на своего младшего брата, и вот сейчас есть тренд в ТикТоке про iPad-кидов, там, где они постоянно сидят перед айпадом, и у меня малой — это просто чудо. Он садится, на компьютере включает игру, на одном телефоне включает видео, и на втором телефоне включает звонок другу. Да? И он разговаривает с другом, слушает видео и играет одновременно. Я вообще не... Ну, я думала, что я многозадачная. Тут Да. совершенно другой уровень. Я в аэропорту однажды так сидел в лаунже, и там какой-то китайский мальчик, ему было, наверное, года 3-4, и он играл в Angry Birds. И он даже не смотрел на экран, он вот так делал. И оно там все валилось. И я хотел спросить, как ты это делаешь вообще? Почему ты туда даже не смотришь? Да, это какая-то другая история, но все равно у вас с ним будет больше, вы будете ближе как бы по пониманию. Не знаю, Просто, на может данный быть, момент я чувствую, что я с мамой ближе. Как-то вот. Вот эта вот сторона недопонимания. А может быть, там проходит эта граница, да, между ним и тобой? Возможно. Может быть. Когда ты выбирала киношкола, там, рисование, там, театр и так далее, она всегда поддерживала тебя? Да. Она мне сказала, я с тобой вообще, что бы ты ни выбрала. Я вот недавно изъявила желание, я как-то мне от работы предоставляли бесплатные занятия по полденсу, вот, и я вот недавно решила такая, так, все, заработаю, куплю себе этот пилон домой, буду заниматься. Вот, что сказала моя мама? Ну, если что, в будущем, зато умеешь уже крутиться на шесте. Уже профессия есть. Да. Если захочешь, всегда, я всегда на твоей стороне. А ты сейчас работаешь? Да. И при этом ты начала работать, когда тебе было? 16? Я еще в Беларуси начала. Лет 11 я помню, как я на велосипеде на доставке работала. Я помню, весь день проработала за 3 рубля. Да. Это было грустно. Грустно. Что сейчас ты делаешь? Сейчас недвижимость. Я очень сильно окунулась в недвижимость и думаю, И при этом еще тебе нет продолжать. 18. Да. Я думаю, что, наверное, ты повторяешь свою маму. Она там тоже, по-моему, как-то с юных лет уже там все крутила Ой, в этом мире. Мама у меня я в нее точно пошла, 100%. У тебя нету вот этой вот боязни, что AI лишит всех работы, профессии? Нет, конечно. Нет. А вот прикинь, я разговариваю с человеком, у него рекламное агентство в Париже, и он говорит, за последнюю неделю я уволил 12 человек. Все художники-дизайнеры. Все. То есть из AI как бы остались те, кто может работать, умеет работать с AI, а всех остальные ушли на улицу. Я говорю, а куда они ушли? Он говорит, не знаю, понятия не имею и плохо представляю, куда сейчас можно пойти. И это поколение, наверное, которым сейчас 30 лет, условно. То есть им получается, что надо переучиваться. А у тебя сейчас привилегия в том, что тебе не надо переучиваться, тебе надо учиться чему-то. В том числе и AI тоже изучать, да, то есть как бы, потому что все равно же тебе придется с этим жить. Ну, тут вообще да, но я считаю то, что все-таки наш мир полностью зависит от человека, и никакой искусственный интеллект не сможет полностью это заменить. Ты идеалистка. Ты как-то собираешься двигаться дальше? Куда? Ну, в 17 лет уже заниматься риэлторством, как бы, что дальше тогда? Как карты ляжут. Посмотрим. Я не знаю, что будет завтра. Ты себя обеспечиваешь сейчас финансово? Хотя бы свои там какие-то хотелки? Да, да.
Да. Я вот до недавнего времени жила, сама снимала квартиру, и причем хорошую в центре. Там у меня был личный кусочек крыши. Ничего себе. Да, квартира стоила 6 тысяч в месяц. Мгм. Ничего себе. Вот, И ты сама на нее заработала? Да. Без мамы. И что мама на это говорила? Не говорила, Мама, дочь, давай естественно- поменяйся все эту квартиру. Не, мама, естественно, сказала: дочь, я тобой горжусь. Ну, это... Понимаешь, вот это как раз пугающая штука, ну, пугающая меня, потому что я понимаю, что скорость твоего продвижения куда-то, она как бы очень высокая. Ты успеваешь осознать все эти штуки? Ты каждый шаг свой осознать? Конечно. Ты успеваешь? Сколько ты этому уделяешь? Сколько ты уделяешь время? Ты думаешь об этом постоянно или нет? Ну, я просто, наверное... ну, это вот какой-то, наверное, тайм-менеджмент все-таки. Блин, ну в Это, 17 наверное, лет просто- хочется немножко, кажется, другого. Ну, не знаю, вот я, допустим, как-то уже, наверное, пережила момент, когда вот оттусовалась, по клубам находилась, там, во дворах пиво выпить, там, типа... не Я в знаю, 17 лет поехать на это только дачу. начинал. Ну вот, а я, то есть, у меня это все как-то быстрее прошло. И уже я, то есть, вечером вместо того, чтобы там, типа, куда-то пойти потусить, я все-таки выберу выспаться. Да, Или и посидеть, ты уже поработать. даже по одежда, ну, тебя видно, что ты меняешься и так далее. То есть, то есть тебя это вот раннее взросление не пугает? Нет, я считаю, это, наоборот, огромный плюс. У меня больше времени на развитие. Что у тебя входит в это развитие? Все. То есть это изучение каких-то новых, скажем так, сфер жизни. То есть это какие-то новые увлечения, это работа, то есть это учеба, это все. Ты выбираешь, вот условно говоря, я недавно понял для себя, осознал, что мне очень хочется в парке почитать книжку бумажную. Угу. Мне хочется пройти 15 километров по лесу. Мне хочется вот каких-то таких штук. То есть как-то быть поближе к этому, к грунту, да. И я понял, что потому что я слишком интенсивно жил. То есть я слишком много урбанистически жил, да, и я хочу сейчас попробовать вот такое. У тебя что с этим, с этими, с природой и так далее? Ой, я скажу то, что вот я буквально вчера весь день думала о том, что я дико хочу на дачу. Я капец как хочу на дачу, но, к сожалению, поехать не могу. Вот. Ну, так хорошо, да ты не можешь на дачу. Чем ты будешь заменять свою активность? Ну вот деловую? сейчас мы с всей семьей, скажем так, сестра, мама, брат, я выезжаем, вот недавно в лес выезжали. Мгм. Сколько мы там прошли километров? Ну, короче, около 10 километров мы по лесу просто пешочком гуляли Мгм. с собакой. Вот, поэтому, да, всегда находятся какие-то вещи, которыми можно заменить. Там, то есть выезд на те же самые шашлыки на выходные. Ну, видишь, все-таки разница есть. Вот между там, моим подростковым возрастом и твоим подростковым возрастом. Потому что у меня не было такого как бы прагматизма. Мгм. И я понимал, что... Я боялся, что он никогда и не наступит. И я думал, что, потому что я, например, я смог определиться с профессией лет в 30, наверное. Вот так окончательно. И то потом я их получил там больше 30 профессий разных. То есть так и не довелось мне никакую профессию одну осваивать. Да. А у тебя уже каких-то набор скиллов и профессий, которые... Получается, что ты уже даже что-то и выбираешь. То есть или то, чем ты сейчас занимаешься, это ненадолго. Ну, вообще, на самом деле, абсолютно все, наверное, все какие-то скиллы и профессии, которым я обучилась в жизни, это все произошло абсолютно случайно. Что даже с театром, вот честно. Я туда не хотела идти изначально. Я сожалею об этом, честно. Но просто мать взяла меня за руку и такая: иди. Я помню, как я на первом... А почему она мотивировала? Что она... А я не знаю, она просто такая: о, крутой дядька, давай, иди, сходи. Я говорю: нет, мама, я никуда не пойду, зачем мне эти детские постановки? Я ж не знала, о чем идет речь. Вот, и она меня завела буквально за руку, и я помню нашу первую встречу, когда я встаю, такая, поднимаю руку и говорю: а что, если я знаю, что я больше ходить не буду? Ну,
Я это отчетливо помню. И вот Да. потом думаю, ну ладно, схожу второй раз. Потом я что-то как-то втянулась, мне очень понравилось. И мне понравилось вообще то, что этот театр поменял мое полностью мировоззрение насчет театра. Ну да. Я не знала, что такое есть, потому что единственное представление да. о театре было то, что в Беларуси вот эти вот постановки, на которых нас водили. В ТЮЗ. Да. Мгм. А вдруг выяснилось, что ты сразу начинаешь со спектакля для взрослых. Мгм. Вот. И вот я там... Образование, которое ты получаешь. У меня так получилось, что я никакого образования не получил, я начал сразу преподавать. Но я не являюсь примером. То есть я всегда говорил, что нет, надо получать образование. Но я не получил, потому что я самообразованием занимался очень много. То есть я столько читал, и столько смотрел и так далее, что это никакой учебы бы это не набрал. И я смотрю сейчас, что модель ведь какая? Учеба не пригождается. То есть ты должен теперь учиться. Мы в одном из эфиров это говорили с великолепной женщиной Наташей Макаевой, что теперь нужно учиться всегда. То есть уже не будет такого, я закончил университет и пошел, и я эти знания буду всю жизнь пользоваться. Все, нет больше этого. Ну, конечно, наш мир развивается буквально каждый день. Да. И сейчас И, сложновато за этим успевать. И теперь ты, допустим, ты получаешь образование. Мгм. Оно тебе пригодится вообще или нет? Конечно. В Польше это, ну, тем более у меня частная школа, поэтому я думаю, это, во-первых, ну, это знакомство. Как у тебя звучит твоя профессия? Вообще, по сути, никак. Ну, это... Я не знаю, честно, что у меня будет написано в дипломе, потому что, ну, как у нас написано там вот в приложении учебном, то есть это просто фильм. Ну да. То есть мы занимаемся всем, мы занимаемся и монтажом, и написанием сценариев, и съемкой фильмов. То есть мы разделяемся на группы, каждый распределяется там, типа, кто-то занимается монтажом этого фильма, кто-то режиссер, кто-то звукооператор. То есть... И, в принципе, ты понимаешь, почему наш театр так устроен. Да. Теперь, да. Конечно. А знаешь, с чем столкнулся сейчас в Америке? У нас же всегда было все актеры должны, которые готовы, они должны уметь все, да, там и писать, и читать, и играть, и технически там подменить и так далее. Ну, собственно говоря, это уже прошло все. И вдруг это наша модель образования, с которой мы как бы нас приглашали, мы читали лекции в разных университетах и так далее, проводили занятия. И вдруг мы приезжаем в Америку последний раз, и там сын наших друзей, он учится уже в Нью-Йорк университете, и он рассказывает про то, чему их обучают. Это точно копия нашей истории. То есть только мы это начали 20 лет назад, а сейчас университеты приходят к тому, что не будет больше никаких там, только актер. Это будет и актер, и менеджер, и светооператор, и все что угодно. И получается, что у вас это сейчас уже такая прогрессивная история. На самом деле. Да, потому что сейчас учебные заведения все больше приходят к каким-то современным методам обучения студентов. Будешь двигаться в сторону кино или нет? Думаю, да. То есть мне как-то, не знаю, эта сфера близка, но вот, допустим, первый курс я закончила на актерском. Я отучилась на актерском, и первый семестр я тоже отучилась на актерском, но потом... Нет, вот первый год, получается, у нас было смешано. У нас были занятия и по актерству, и по фильму, чтобы дать нам понять, чего мы именно хотим. Вот, я решила, что актерство. Я пошла первый семестр, отучилась на актерстве и поняла, что все-таки, наверное, хочу работать за камерой. То есть мне это как-то интереснее, и я могу больше себя проявить. Вот. А прикол в том, что в первом году я очень сильно налажала перед преподавателем. Очень сильно я не сдала годовые работы. Я, во-первых, очень сильно задерживала сдачу всех работ в году. Это из-за того, что ты работала на другой работе? Это вообще из-за всего. Из-за моей бурной жизни. Вот. И я просто вот последнюю работу... я просто, извините меня, п***ала все термины сдать. Вот. И он мне сказал, можешь больше не возвращаться, иди на актерское. Ну, я, собственно, и пошла. Вот. И когда я поняла то, что я все-таки хочу работать за камерой, я подала заявление на смену специальности. Вот. И я к нему прихожу,
и он вот просто в аудитории замечает меня с первой секунды, как он туда заходит, смотрит на меня, и я понимаю, что да, предстоит сложный разговор. Я к нему подхожу, он говорит: ты же понимаешь, что ты должна мне сдать работу за первый семестр и за прошлый год? Я говорю: я вот как раз хотела поговорить с вами о том, что мне очень жаль там за свое поведение и тому подобное. Мы очень мило поговорили, скажем так, то есть не как преподаватель и ученик, а Ну, то есть вот именно как друзья. ты тактически очень правильно выстроил разговор, чтобы с таким, с извиняющимся как бы тональностью, да? Ну, потому что мне искренне было неудобно за свое поведение, ну, как бы, и поэтому я вот пошла, мы поговорили, и он сказал: ладно, можешь ничего не отдавать, просто работай. А ты когда поговорила, вот этот разговор провела и получила тот результат, который ты хотела, ты отрефлексировала, что я поступила правильно, я поступила умно? Конечно. То есть у тебя это никаких там метаний и это нет. Тут ты такая: о, это я сделала правильно, это на будущее мне пригодится. Ну, у меня вот есть проблемка, это, наверное, проблема всего нашего молодого поколения с тем, что, допустим, если я преподавателю не сдала какой-то проект или еще что-то, я могу просто там не приходить, там, типа, максимально избегать контакта. Вот, ну, потому что, мне как-то не хочется с этим разбираться, просто уходить от проблемы. Вот, а тут другая ситуация, тут нужно понять и перешагнуть через себя. То есть нужно просто пойти, поговорить, извиниться, там, все решить. И вот, наверное, только из-за этого я вывезла и осталась в этой школе. Я тебе скажу, что вот это, то, что ты говоришь, я тоже с этим согласен, что это поколенческая история, желание ухода от проблем. То есть, и поэтому, наверное, вы такие неконфликтные, в том смысле, что от вас не дождешься, что вы начнете войну. Ну да, мы ее избегаем всеми возможными путями. Как ты сейчас смотришь на происходящее в мире? То есть какими глазами? Глазами кого? Ну, смотря конкретно о чем идет речь. Войны, Трампа и прочее, просто мир вокруг тебя. Сложно. Честно, вот первое время, там, естественно, было интересно вообще, ну вот когда война началась, типа, что происходит, куда смотреть, что читать и тому подобное. Естественно, я начала погружаться в это все. Потом, когда прошел вот этот вот первоначальный бум, и когда пропало вот это вот, ты понимаешь, что это все не остановится, то, что это все не на один день, это не новость одного дня, там, не знаю, не весть о том, что кто-то в университете Варшавском убил кого-то. И это будет продолжаться. И я просто как-то отдалилась от этого, потому что понимаю, что у меня в жизни, наверное, все-таки своих каких-то переживаний и так слишком много. И тревожиться лишний раз — это... Это то, чем мы отличаемся. Мне кажется, вот сейчас то, что ты сказала. Потому что у тебя... Ты можешь дистанцироваться от этого, то есть и совершенно спокойно заняться своими делами, да, то есть как бы слегка порефлексировав. А у наших поколений это обязательно сопряжено с чувством вины. Если мы дистанцируемся и не делаем чего-то, да, там, вот не страдаем из-за войны, да, то у нас чувство вины, и мы будем себя корить, себя утомлять, и мы все время будем думать о том, что мы не правы, мы не сделали что-то, а можно было. Ну вот, кстати, на эту тему мы разговаривали даже с Таей и Ромой, потому что они удивляются моей способности вот прямо перед спектаклем, там, типа, остается каких-то 20 минут, они стоят там, типа, нервно повторяют текст, отжимаются, приседают, готовятся максимально к спектаклю, и по ним прям видно, что они тревожатся. Они просто руки трясутся, там уже пот со лба течет. А я возьму себе там кофеечку, заварю, пойду покурю. Да, по телефону ты сядешь в уголке, там, тихонько. Посижу, позанимаюсь своими делами, потому что я как-то, наверное, контролирую, в какие моменты мне стоит себя тревожить и накручивать, а в какие нет. И вот прям перед спектаклем я не считаю нужным как-то себя накручивать, вот эту вот тревожность еще больше, а просто расслабиться хотя бы на пару минут. Ну, я понимаю, что я сейчас выйду на сцену и начну тревожиться. А зачем за 30 минут до этого начинать тревожиться? Вот. А в какие моменты ты тревожишься? Что тебя тревожит? В последнее время тревожность прям очень сильно возросла, и по любому поводу. То есть уже не помогает периодически вот это вот дистанцироваться от всего. Что тебя может вывести из себя? Выбить из колеи? Ну вот недавно я утром расплакалась из-за того, что мне надо было на встрече по работе, а нас горячую воду отключили.
Вот, мне это прям все. Я просто выхожу на кухню, я уже такая, все, господи, меня все задолбали. Они, реально в выходные по утрам отключают горячую воду. Я не знаю, почему, зачем, но так есть. Вот. И я расплакалась, и мать такая, так, слезы выстрела, пошли решать. Вот, и мы поехали просто к ее друзьям на нашем районе помыться. Поэтому, тут просто иногда, как мама, надо уметь держать себя в руках. В Польше есть своя политическая повестка, да, и грядут там выборы и так далее. А ты реагируешь на то, что происходит? Конечно, да. Еще вот, допустим, год назад меня вообще не интересовало ничего, что связано в Польше с политикой и тому подобное. Но сейчас я понимаю то, что я, наверное, все-таки останусь здесь жить. И мое будущее в этой стране, наверное, меня все-таки как-то интересует. Что тебя подтолкнуло к этому осознанию? Не знаю, просто пришло само. Как-то вот начала думать о том, что я здесь остаюсь, все-таки там, а что будет через 5 лет, а что будет через 10. И ты начинаешь погружаться в политическую повестку, левая, правая. Как это выглядит? Просто там как-то сначала в интернете начали попадаться какие-то отрывки из выступлений кандидатов на президенты. И потом я начала как-то больше узнавать, кто, что, кому, как. Потому что я вижу, что у польской молодежи огромная проблема. Они видят какой-то отрывок из выступления в ТикТоке, какой-то 15-секундный, и все, они идут на него голосовать. Допустим, тот же самый Мэнсон, который задвигал про низкие налоги, там все будет хорошо. Ты почитаешь про него подробнее, посмотришь больше его каких-то выступлений, ты понимаешь, что это мужик, который запрещает аборт 13-летней изнасилованной девочки. То есть, и это полный бред. Такие люди не должны быть у власти. То есть... Кто твой кандидат? Вообще, Трzaskowski, да, наверное. Но тоже думаю над Магдой Бейет, наверное, вот так произносится ее фамилия. Потому что это все-таки женщина. Женщины, наверное, у власти это все-таки хорошо, потому что они более понимающие, менее конфликтные и... Ты еще до сих пор, так как у тебя нет 18, ты у нас я не знаю, как тинейджер или не тинейджер. Не знаю. Пусть будет тинейджер, просто какое-нибудь слово найдем. И при этом ты девушка. Да. При этом ты симпатичная девушка, даже красивая девушка. Да. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. И ты наблюдаешь вот эту всю историю там с харассментами, с тем, что женщин не продвигают, с тем, что вот эта женская тема, ты воспринимаешь уже по-взрослому или все-таки через взгляд совсем юного человека? Честно, я не знаю даже, как это различить, потому что в любом возрасте слышать такие вещи, когда допустим, там, не знаю, запрещают женщинам распоряжаться собственным телом или там, допустим, соблюдать эти старые традиции, там, типа, то, что выдают девочек маленьких насильно там замуж, и это все бред, конечно. Это обидно за женщин. Что мы точно такие же люди, но нам не дают прав. Выбора. Вот это еще один момент, по которому я больше симпатизирую вашим поколением, чем своим. Потому что у нас этот патриархат, он был прямо в кровь внесен. И до сих пор многие не согласны с тем, что там женщин задвигают, женщинам не дают там развиваться и так далее, и так далее. И до сих пор. И вот эти все штуки про аборт и прочее, это все делают люди как раз моих поколений, а не ваших. Вот этот весь ад творят. И вот это мне очень импонирует. Очень импонирует, потому что это значит, что у вас вы не делаете тех ошибок, которые мы делали. Потому что вы слишком рано начинаете об этом думать. И, может быть, это как раз информированность такая, она и спасает вас от этого. Скорее всего, да. Потому что сейчас мы все-таки в эру интернета, мы намного раньше узнаем о многих вещах, и узнаем, что такое существует, и узнаем, как с этим бороться. Да, механизмы, да, абсолютно. И это очень хорошо, на самом деле. Ты боишься этого мужского мира или нет? Нет. А как ты к нему относишься? Зависит от ситуации.
Вот я его боюсь. То есть более того, я не его сторонник, то есть я не люблю мужской мир. То есть он мне не нравится, и не нравится, очень часто эстетически не нравится. И мне больше нравится женский мир. То есть, ну, так получилось. Не знаю, почему так сложилось у меня. Но по факту мне очень нравится, ну, как у нас в театре, да, у нас же там, если там Рому Колю убрать, то получится, что у нас одни женщины. Ну да. И это мне легче. Я там не чувствую никаких угроз, как бы. А в мужском мире я чувствую угрозы. То есть, потому что поехавшие деды там кого-то заберут в армию, кого-то начнут войну, это все делают не женщины. Конечно. Я поэтому спрашиваю, тебе мужской мир это не страшно? Харассментом тоже в основном занимаются мужчины, а не женщины. Как? Естественно. Ну, просто вопрос в том, что я понимаю, что это неизбежно. То есть, ну, невозможно убрать всех мужчин и перепрограммировать их как-то. Нужно просто приспособиться к такому миру. Я не говорю, что нужно приспособиться к отношению мужчин к женщинам, вот, ну, вот с плохой точки зрения. Просто нужно быть сильной. Не знаю, вот я часто работала в общепите, у меня бывали ситуации, когда там, типа, вот, ну, вот мужчины как-то не очень хорошо как относились ко мне. Ну, у меня вот был момент, когда я работала на баре, и меня попытался мужик перцем залить. И, ну, вот меня тогда помогли очень сильно два гостя, парня, два белоруса, по счастливой случайности сидели в моем баре, в котором я работала. И вот они помогли, потому что вот тогда это была ситуация, когда в бар пришли вот компания вот этих вот болельщиков, очень сильно напились, и один из них обрыгал мне весь бар. Я сказала: ребята, выходим, или платите, я сама убираю, или сами уберете. Ну вот, пыталась решить вопрос максимально нормально. Из-за чего один из них начал на меня очень сильно бычить. Я начала все снимать, позвонила охранникам. И до того, как еще успели прийти охранники, один из них начал на меня, вот прям здоровый шкаф такой 2-метровый, начал на меня вот так вот идти, прижимать меня к стене, такой удаляя видео, там типа вырвал у меня телефон из рук, начал лазить в моей галерее, начал, ну типа вот прям на меня прям агрессировать. Я испугалась в тот момент, потому что я могла получить по лицу. Вот. И вот эти вот два парня, они помогли мне, типа, их вывести просто на улицу, и я только закрываю дверь, вижу, как этот мужик, просто перцовка, вот так вот мне по дверям. Поэтому, ну да, но видишь, алгоритмы ты все равно, ты понимала, какими алгоритмами можно попытаться это дело остановить, да? Ну да, просто нужно... Нельзя быть слабой в мире мужчин. Да, это правда. Нельзя, просто Это нельзя правда. позволять им сожрать тебя. Риэлторство приносит деньги, а кино не приносит денег. Ты будешь выбирать прагматично риэлторство или ты будешь идти за своим творческим позывом? Я буду идти за тем, что у меня лучше получается, что мне больше лежит к душе. То есть чистый прагматизм ты играть не будешь? Ну что, у меня наша старшая дочь Маша, она получила образование в сфере искусства, как бы она художница, и при этом она сейчас работает в страховой компании, потому что это... И все время она думает о том, что она хочет вернуться в искусство. И ты это наблюдаешь и думаешь, вот как сложно выбирать, как сложно, когда, допустим, искусство таких денег не приносит, а это дает тебе устойчивую ситуацию. Ты можешь снимать жилье, жить сам о себе, ни от кого не зависит. И вот тут вот этот выбор, как ты будешь выбирать? Ну, наверное, так же, как сейчас, совмещать. То есть, если, допустим, то, что мне нравится, вот именно искусство, не будет мне приносить достаточно дохода, то я буду, наверное, немножко все-таки чуть-чуть совсем урезать, чтобы удерживать себя вот на какой-то стабильности, на каком-то стабильном уровне. Ты легко можешь ужать свои потребности? Или нет? Да, наверное, да. Ну, потому что я ни к чему, наверное, настолько не привязана, скорее всего, вот к чему-то конкретному, с чего я не смогла бы урезать. То есть совершенно спокойно ты можешь, то есть без лакшери проживать? Да, абсолютно спокойно. То есть, ну, для меня это не проблема, наверное, потому что я выросла в каких-то вот самых обыкновенных условиях, то есть, как и мы все, и даже если я там дошла сама к какому-то лучшему уровню жизни,
я все равно не буду зазнаваться, не буду, говорить, что ой, все, это не для меня. То есть, это бред. Я не поддерживаю такую позицию таких людей. Ты рано повзрослела. У тебя нет ощущения, что ты не доигралась? Нет. Нет. Ты думаешь, что ты идешь в нормальном ритме? Да? То есть, тогда как? Не знаю. То, что повторюсь, я просто считаю, что у меня больше времени на развитие. То есть время — это самое драгоценное, ресурс, который есть у нас в жизни, и многим не хватает Это его. правда, но мне понадобилось, наверное, 3 твоих жизни, чтобы я это осознал. Я вообще сейчас себе завидую, и вообще, когда я прихожу на ваши спектакли, я завидую вам не потому, что я бы хотел оказаться в вашем возрасте и опять по новой это все, нет. Я завидую тому, что у вас сейчас появляются те возможности, которых у нас не было. То есть они просто прям проявлены, да, можно. И даже не это главное, а главное, что вы себе допускаете, что так можно. Мы могли это делать, но мы не понимали, что это можно делать. Я учился в школе, мы писали сочинения. Была такая форма сочинения, кем я хочу быть. То есть, такая нелепо спрашивать у ребенка в 16 лет. И я писал, что я хочу быть, и, видимо, под воздействием Шерлока Холмса, я хотел быть следователем. А мой друг, который сидел со мной за партой, он написал, что он хочет быть кинорежиссером. И я ему так завидовал, что он допустил себе, что он может этого хотеть. А я себе этого не допустил. Я думал, что какие-то специальные люди. В итоге он стал инженером, а я стал режиссером. Потому что в какой-то момент я допустил, что я могу тоже. То есть это не знаю, внятно ли я объяснил тебе мои проблемы. Моего возраста. И у меня есть вопрос, который тебе задал Саша Помидоров. О чем ты не жалеешь из того, что ты не сделал? Я не жалею о том, что я не осталась в позиции этого ребенка, который нет, я никуда не поеду, я останусь в Беларуси. Тут мои друзья, тут моя школа, тут мое все. И, наверное, об этом я не жалею. Внятно. Что для тебя вкус счастья? Я уже однажды у тебя это спрашивал. Может, у тебя поменялось что-то? Наверное, нет. И что это? Это 100% квас. Какой? Лидский? Лидский, естественно. Конечно. Это вкус счастья. Спасибо, дорогая, что ты была со мной сегодня, и что ты все-таки попробовала шакшуку. И дала мне какие-то сейчас поводы на чем-то подумать и что-то понять. Да, спасибо. Спасибо, дорогая. Знаете, мы часто не понимаем друг друга, люди разных поколений, что естественно, потому что воспитывались мы очень по-разному, учитывая те времена, которые у нас были, есть и будут. Но эти новые поколения молодых людей, они дарят мне какую-то уверенность в том, что все будет хорошо. Потому что они, по моим ощущениям, умнее, они сдержаннее, а у них нет таких безбашенных амбиций кого-то поработить, убить, как это есть у людей тех поколений, к которым я принадлежу. И поэтому разговаривайте со своими детьми, разговаривайте со своими внуками, разговаривайте со своими правнуками, если у вас в этом возрасте осталось сознание того, что вам нужно у них чему-то поучиться. А у них есть чему поучиться. И если вы вдруг внезапно забудете, где меня искать, то вы просто на кухню. Я на кухне для вас что-то готовлю. Сегодня шакшуку, а завтра что-то другое. Поэтому заходите и приготовьте то, что мы готовим для своих родных. Сядьте с ними и поешьте, и поговорите о чем-то важном, например, о том, о чем мы сегодня разговаривали с Женькой. Пока, обнимаю.